Добрый день, уважаемые коллеги. Я хочу еще раз поздравить всех присутствующих этим нашим замечательным праздником. Хочу поблагодарить Александра Михайловича, профессоров Полякова, Букачева, Прокопьева, Налимова и других докладчиков с блестящими докладами. Разрешите начать нашу презентацию, которая называется «Первый опыт ортотопической трансплантации сердца в Дальневосточном федеральном округе». Следующий слайд. Следующий. Данная работа выполнена в Национальном центре медицины в отделении кардиохирургии, которая основана, как уже сказано, в 2000 году на 4-м этаже на 25 коек. Следующий слайд. Следующий слайд. Следует отметить, что на сегодняшний день практически нет публикаций, которые посвящают вопросу эпидемиологии и оказания высокотехнологичной хирургической помощи, в частности, пересадка сердца больным с критической сердечной недостаточностью в условиях Крайнего Севера. Следующий слайд. Так. Задача нашей работы была решение вопроса возможности проведения пересадки сердца в условиях Крайнего Севера, где множество населенных пунктов с малонаселенными пунктами, отсутствием транспортной схемы, в суровых климатогеографических условиях. Следующий слайд. Следующий слайд. Наша республика, как уже сказано, очень территория огромная, большими расстояниями. Структура смертности населения у нас, как и в других регионах Российской Федерации, превалирует сердечно-сосудистые заболевания. Слайд следующий. По данным нашего телемедицинского консультационного центра, больше консультаций у нас проводится при сердечно-сосудистых заболеваниях, занимает 65%. Следующий слайд. Если говорить о эпидемиологии кардиохирургических заболеваний, то большинство наших пациентов – это сельское население, 65,5%, и коренные и жители и представители малочисленных народностей. Следующий слайд. Александр Михайлович об этом говорил, но я повторюсь. Отмечается в Российской Федерации рост больных с тяжелой степенью хронической сердечной недостаточности, 2, 3, 4 функциональный класс похиника. За последние 16 лет отмечается рост 3,4 раза. От 1 миллиона 700 миллионов до 6 миллионов. Рост такой отмечается. Следующий слайд. Следующий. В России первую успешную пересадку сердца выполнил Валерий Иванович Шумаков в 1987 году. Следующий слайд. Этот слайд Александр Михайлович показывал. Тут видно, что большинство трансплантаций сердца выполняется в Северной Америке, желтым отмечено, остальные Европа. И Россия относится к этой маленькой части этого. Спасибо. Следующий слайд. Так, в Российской Федерации на сегодняшний день где-то выполняется от 300 до 400 пересадок сердца. Но это по статистике, в общем-то,
маловато, вот так, мягко говоря. Так, следующий слайд. Ну, здесь вот наши показано оборудование, специалисты наши, которые показывают, что достаточный уровень для проведения операции трансплантации сердца. Так, мы, значит, подбор пациентов подобрали с нашей республиканской кардиодиспансера 95 больных, которые состояли там на учете. 16 отобрали, из них еще с учетом противопоказаний и так далее, вот, отобрали 4 больных с различными группами крови. У всех были сердечные недостаточности 3-4 степени по них. Следующий слайд. Реципиентом явился мужчина 58 лет, северного Улуса, Смолмского района, отдаленного нашего Улуса. Диагнозом дилатационная кардиомиопатия, постоянная форма фибрилляции предсердий, тахикардический вариант, клапанная недостаточность, трикуспидальная недостаточность, легочная гипертензия первой степени. Следующий слайд. Донором оказалась женщина 30 лет, рост 165, вес 65 килограмм, с диагнозом субарахноидальное кровоизлияние с прорывом желудочки, головного мозга, гипертоническая болезнь, артериальная гипертония, риск сердечного сотрясения 4 степени. Следующий слайд. И вот 6 июля, как сказал Альберт Иванович, выполнена трансплантация сердца. Время пережатия аорты составило 2 часа 8 минут. Время искусственного кровообращения 3 часа 28 минут. Время ишемии донорского сердца составило 2 часа 48 минут. Следующий слайд. Ну, забор донорского сердца органа выполнено по стандартной технологии, как здесь нарисовано. Следующий слайд. Извлечение сердца реципиента выполнено по стандартной технологии, показано на этом рисунке. Следующий слайд. И сама трансплантация сердца тоже по стандартной технологии. Единственное, что мы на заднюю стенку предсердий наложили двухрядный шов с целью профилактики послеоперационного кровотечения, ну, из-за дряблости стенок предсердия реципиента. Но весьма эффективно. Послеоперационное кровотечение было минимальное. Следующий слайд. Это наш генеральный директор Николай Васильевич Лугунов поздравил после операции бригаду. Операция закончена в 3 часа дня, 9 часов вечера больной экстубирован при нормальных показателях гемодинамики. Следующий слайд. Ну, это сердце реципиента, большое, расширенное, массой 385 граммов. Следующий слайд.
Ну, иммуносупрессия проводилась во время пуска крови, индукционная иммуносупрессия. Это базиликсимаб 40 мг и метилпреднизолон 100 мг. После операционном периоде, значит, трехкомпонентная иммуносупрессия, токролимус, микофенолат, метилпреднизолон. Следующий слайд. Так, на 7-й сутки, значит, биопсия трансплантированного сердца на 7-й сутки показала признак отторжения первой степени. Ну, и после коррекции лечения на 12 сутки повторная биопсия показала отсутствие признаков отторжения, лимфоидная инфильтрация уменьшилась, тут более большое количество. Следующий слайд. Гистологическое исследование, биопсия перед выпиской на 26 сутки, лимфоидная инфильтрация отсутствует, признаков отторжения нет, отмечается межмышечный фиброз, что показывает адаптацию донорского органа к органу реципиента. Следующий слайд. Так, также иммуногистохимия показывает отсутствие антител, опосредованных исключение отторжения. Гистохимия. Следующий слайд, пожалуйста. Коронарография трансплантированного сердца, левая коронарная артерия без признаков стенозов, без патологии. Следующий слайд. Это на 10-е сутки. И правая. И правая коронарная артерия, как мы видим, без признаков стеноза. Так, динамика эхокардиографии, значит, исходная до операции. Фракция выброса у реципиента было 29, после трансплантации 69. И КДР, конечный диастолический размер левого желудочка, до операции 7,2, после операции 4,4. Ну, показатели хорошие. Следующий слайд. Таким образом, мы, на основании нашего данного наблюдения пришли к выводу, что трансплантация сердца осуществима в условиях, имеющих сложные экстремальные климато-географические условия, на условиях до крайнего севера, где население менее 1 миллиона человек. Ну, такой вывод мы сделали. Следующий слайд. Ну, тут мы включаем этот слайд. Данная работа выполнена благодаря 2 флагманам нашей якутской медицины. Это Национальный центр медицины и Республиканская больница номер 1 совместно. Они как донорская база. У нас Республиканская больница номер 2. И вот тут слайд называется «Два крыла, одна победа». Одноименный спектакль такой есть. Следующий слайд, пожалуйста. И хочу свою презентацию закончить словами великого хирурга 20 века Валерия Ивановича Шумакова. Я оптимист, потому что чем я занимаюсь, не допускает пессимистических настроений.
надо до последнего сохранять веру в успех. Следующий слайд.